Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Сегодня краткий обзор мини-трактора Yanmar FX255. Полноприводный трактор с фрезой. Видимо, в Японии изначально покупался с козырьком. Видимо, он янмаровский. И затем японцы уже доделали на него кабину, закрытую полностью. Но хочу сказать, что сделали в принципе неплохо. То есть здесь у нас и зеркало полностью перенесено, оба крепления. Есть омыватель стекла, дворник, все это работает, бачок вывели, все замки, все это есть, все это нормально функционирует. Форточки закрываются, открываются, то есть, сделано достаточно добротно, поэтому, в принципе, и живет, я так понимаю, то есть все отлично с ней. Теперь, как обычно, по состоянию резины, левое переднее колесо. Видим, что износ небольшой, мелких трещин, других замечаний вообще нет. Левая задняя шина. Также износ минимальный, каких-то замечаний, трещин и так далее просто нет к ней. Все отлично. Трехточечное навесное устройство с автоматическим опусканием крышки фрезы. Видим быстросъем также, и гидрорегулировка наклона, естественно. Здесь у нас все есть. Покажу сразу же состояние ножей сейчас со стороны. Достаточно яркие ножи были. Но износ небольшой, поэтому работать будет еще долго. Правая сторона, задняя шина. Также все отлично с ней. Шины фактически новые, то есть прям совсем износ минимален на них. Правая передняя шина то же самое, очень лохматая, все отлично. По салону ограничители вот так реализованы, цепь на пружине, то есть все очень грамотно. Возможно, это, конечно, какой-то заводской вариант, скажем так, но мне кажется, что это просто японцы очень заморочились и очень круто подошли к изготовлению кабины, то есть сделали все лючки и так далее. Теперь по месту водителя, что у нас здесь есть? У нас здесь регулировка положения фрезы, очень богатая регулировка, то есть все здесь автоматически делается, то есть ее можно даже опускать и поднимать автоматически просто на рычажок, что на Yanmar'ах редкость. С левой стороны у нас раздаточная коробка, с левой стороны снизу вал отбора мощности, экран гидравлики, ручная коробка переключения передач и основная коробка переключения передач по правую сторону от водителя. Наработка 439 моточасов. Судя по состоянию резины, конечно, адекватная наработка, потому что действительно резина просто новейшая. Так вот он выглядит со второй стороны. Соответственно, трактор видно весь комплектный, весь целенький. Все с ним хорошо, поэтому приезжайте, смотрите, будем рады показать и рассказать все об этом тракторе. Также, конечно же, дадим попробовать прокатиться.